Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Аргентинский нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим футболистом 21 века по версии британской газеты «Independent». Победитель определялся путем голосования, в котором принимало участие 10 журналистов газеты. При голосовании учитывались такие факторы, как навыки футболиста и их фактическое применение, уровень которого достиг футболист, его влияние на конкурентную среду и достижения спортсмена. В сентябре этого года Месси был признан лучшим футболистом года по версии FIFA. В этом году он получил премию «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Также он номинирован на приз «Золотой мяч» по версии журнала France Football. Аргентинец выступает за Барселону с 2004 года. За это время игрок 10 раз становился чемпионом Испании, 6 раз обладателем Кубка Испании и 4 раза победителем Лиги чемпионов. 8 раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Стали известны соперники российских ватерполистов на чемпионате Европы по водному полу в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания. Мужская сборная России в группе «Б» встретится с командами Сербии, Румынии и Нидерландов. Состав групп женского первенства Европы определится 26 октября. Мужской чемпионат Европы по водному полу пройдет с 12 по 26 января следующего года в Будапеште. Чемпион получит олимпийскую лицензию. Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок с американцем Юраем Фейбером на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC 245 в Лас-Вегасе, который пройдет 14 декабря. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Акамото. 40-летний Фейбер провел 45 поединков в смешанных единоборствах, одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. 26-летний Ян провел 14 боев в смешанных единоборствах, одержал 13 побед и потерпел 1 поражение. В последнем поединке россиянин единогласным решением судей взял верх над американцем Джимми Риверой в июне этого года. Португальский футбольный клуб «Бенфика» обыграл французский «Лион» со счетом 2-1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне. Голами в составе «Бенфики» отметились Рафаэл Сильва и Пицци. У «Лиона» мяч забил Мемфис Депай. В следующем туре 5 ноября «Лион» примет «Бенфику» на своем поле. Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА на 6-е место, обойдя Россию. Петербургский «Зенит» потерпел гостевое поражение от немецкого Лейпцига в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе Red Bull и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Неудача подопечных Сергея Симака дала высокий шанс Португалии обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Главный тренер Лейпцига защищал своих футболистов на пресс-конференции перед матчем, уверяя, что его игроки выйдут играть только на победу. В итоге немецкая команда показала отличный футбол и заслуженно выиграла, одержав волевую победу. «Зениту» предстоит 2 домашних матча в следующих турах группового этапа против Лейпцига 5 ноября и «Лиона» 27 ноября. Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович зимой может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Наполи». В трансфере заинтересован президент «Наполи» Антонио Ди Лаурентис, который общался с 38-летним форвардом в Лос-Анджелесе. Президент итальянского клуба заявил: «Прежде всего, он мой друг. Я мечтаю о его переходе, но все зависит от него, а не от меня». Разговоры об этом идут уже в течение нескольких месяцев. Контракт Ибрагимовича с американской командой заканчивается в декабре этого года. Ибрагимович перешел в Лос-Анджелес Гэлакси из английского Манчестер Юнайтед в прошлом году. За клуб из США он сыграл 57 игр, в которых забил 52 мяча и сделал 14 голевых передач. Отметим, что в 8 матчах текущего чемпионата Италии Наполи набрал 16 очков и занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.